Студия АТВ представляет «Маленький конец света». Сценарий Айши. Эффект Унчфильм Мехмет Четин. Музыка Ген Музик. Второй режиссер Бирол Курт. Оператор Мурат Чевикаяк. Продюсер Мелих Сезгин. Координатор Юнус Айлидере. Режиссер Огуз Аяз. Маленький конец света. Бесстыжий. О Аллах, исправь его! Что случилось? Что может случиться? Неджиб Эфенди опять следил за нами. В один прекрасный день он принесет много бед на нашу голову. Ладно, девочки, давайте зайдем в дом. Ты что там делаешь? Хорош пугать, женщина. А чего ты испугался? Что ты там опять задумал? Не бери в голову, ничего, просто смотрел в окно на улицу. Немного наскучило. Конечно, наскучит. Сидишь целыми днями без дела. Здоровый дылда, а без работы. Ну да, ему и слова не скажи. Здравствуйте. Здравствуй. Я вот подумал, а не взять ли вам чего-нибудь? Принес вам тутовое варенье, немного похолодало. Подумал, что оно будет вам кстати. Не стоило так утруждать себя, мы бы сами как-нибудь. Что ты, дочка, какие могут быть в этом трудности? Ведь твой отец оставил тебя на меня. На, возьми. Подожди. Зачем? Не стоит. Возьми, они вам пригодятся. Купите себе, чего вам необходимо, хорошо? Пусть Аллах будет вами вечно Спасибо, доволен. берегите себя. Пусть Аллах поможет тебе. Послушай, если вдруг возникнут какие-либо трудности, дай знать, хорошо? Ладно, всего хорошего, я пошел. О Аллах, исправь его. Стало быть, что будет в конце? 143. Молодец. Правильно. О, смотри, еда уже готова. Давай пойдем вместе, а потом закончим. Хорошо. О, твоя мама пришла. Да я тебе помогу. Закончили? Да, закончили. Я ей дала домашнюю работу. Завтра продолжим. Спасибо тебе. Не утруждаем ли мы тебя? О чем вы говорите? Конечно, нет. Спасибо тебе еще раз. Спокойной ночи. И вам спокойной ночи. Несре Ханум. У меня дома закончился и чай, и кофе. И я тут подумал, а что если тебе пригласить меня к себе и вместе попить чашечку чая или кофе?
С чего это вдруг, не Джиббей? С того, что, Несре Ханум, вы такая хорошая, всем помогаете. Может быть, вы и ко мне проявите такое отношение? Спокойной ночи. Чтоб тебя. Наджибаби, если хочешь, я могу угостить тебя кофе. Не хочу. Да ладно, не отказывайся. У меня есть к тебе очень важный разговор. Эмиль, тебе не понравился суп? Нет-нет, суп очень вкусный. Спасибо. Если тебе не понравилось, дай мне. Ну, не знаю. Что-то в последнее время люди начали странным образом смотреть на нас. А что ты думала, сестра? Ты хотела, чтобы люди в округе вот так взяли и начали верить тебе? Чтобы там не говорили люди, Аллах есть, а значит горя нет. Когда говоришь людям, что мы здесь занимаемся обучением, чтобы быть полезными для людей, они не понимают. Послушай, не стоит по таким пустякам унывать. Умей давать оценку всему. Конечно, это не дом тех красивых девушек, но думаю, что это кафе неплохое место, чтобы угостить хорошего человека кофе, а? Нет, нет. Конечно. Обижаешь. Разве можно так сказать? Как-никак ты мой друг. Тогда они очень многое потеряли. Разве можно отказать хорошему человеку в просьбе угостить его кофе? Стало быть, они недооценили тебя. Брось, друг. Откуда приходят тебе на ум такие вещи? Они очень порядочные и скромные, закрытые девочки. Ого. Ты до сих пор спишь, Неджаббей? До сих пор спишь. Тебе что, ничего не известно? Ты знаешь, о чем сейчас пишут в газетах? Потихоньку народ просыпается. Все они агрессивно настроенные люди. Какая агрессия? Люди идут из дома в школу, из школы домой. Где тут агрессия? Ох, мой брат Неджиб. Это лишь внешне так, пыль в глаза. Якобы в своих квартирах бесплатно преподают предметы детям. Зачем? Хоть раз задумывался ли об этом? Сам подумай, кто в наше время будет что-либо делать бесплатно? Они говорят, что делают это ради Аллаха. Брось, пожалуйста, не будь наивным. Какой ради Аллаха? Все они члены подпольной организации. Это значит, что в один прекрасный день они нападут на нас со всех сторон. А их религия, милигия – это всего лишь маскировка. Если бы ты знал, что скрывается под этими масками. Разве можно обвинять людей в том, что ты не видел или явно неизвестно тебе, а? Брат. Не бывает дыма без огня. Ты думаешь, мне неизвестно, что ли, кто к ним приходит, кто уходит? Ты думаешь, я не вижу, как на тебя смотрит Несре? Пусть оставят ради Аллаха свои святые намерения. Тоже мне ради Аллаха они все это делают. Нет, брат, боже упаси. О чем ты говоришь? Я тоже не маленький, с головой на плечах. Брат, моя обязанность лишь сказать тебе об этом. Послушай, вчера я прочитал из газеты, что некие состоявшиеся люди собирались вместе. Они говорили, чтобы помочь друг другу. А оказалось, что они там строили свои коварные планы. Да не может быть. Именно так. А ты как думал? Послушай, что я предлагаю. Давай вместе разоблачим их. Что скажешь? Покончим с ними сейчас же. Нет, о чем ты говоришь? Я не буду этим заниматься. Мне это незачем. Смотри, потом будешь об этом глубоко сожалеть. Они змеи, брат. Никому не известно, на кого они нападут и кого укусят. Мое дело лишь предупредить. Ладно, пора уходить. Ладно, до встречи. О, я смотрю, ты сегодня хорошо поработал? Хвала Аллаху, поработал. Может, угостить тебя чашечкой чая? Нет, спасибо. Тогда для чего ты сел ко мне с таким видом? Эй, ты что так смотришь на меня? Ничего. Просто я увидел, как ты общался с Тунаном. Ну и что с того? А то, что я хочу тебе сказать, будь осторожен. Никому не известно, что у него на уме. Говорят, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. И упаси Аллах, если случится беда, то в этом его вина.
Прекращай, не неси чушь. Ты сам не ведаешь о том, о чем говоришь. Не хватало, чтобы еще всякие проходимцы учили здесь уму-разуму. Лучше займись своими делами, понял? Проходите. Нет, вы что? Сначала вперед, дамы. Спасибо. Не за что. Проходите. Спасибо. Пожалуйста. Каждый мужчина посчитал бы своей обязанностью ухаживать за такой прелестной женщиной. Уважающий себя мужчина не станет приставать к чужой женщине. Всего доброго. Джихана. Джихана Ханум. Я хочу сказать вам кое-что. Вам это известно. Просто я подумал, что смотреть на красивые создания записывается как савап. А где же ваша совесть, Ниджиб-бей? Знаете, что в следующий раз я не буду такой вежливой. О Аллах, что случилось? Что стряслось? Бесстыжий. Давай, проходи, садись. О Аллах, помоги мне, пожалуйста. Что случилось? Как будто кто-то умер у тебя. Это все Ниджиб виноват. Чему радуешься? Как же не радоваться, жена? Просто на ум пришла одна мысль, вот и смеюсь. Мысль? Так ты еще у нас и мыслить можешь. А ну-ка поделись ею с нами, чтобы мы тоже посмеялись. Рассказываю, смейся. Один человек, И? просто один человек сегодня уезжает, оказывается. Сгинь, никчемный. А расскажи тебе еще что-нибудь. Что тебе нужно? Я принес заказ вашей жены. Я вот тут подумал, человек в своей жизни не должен притеснять кого бы то ни было, чтобы избежать его проклятий. Известно, что нет преграды между Аллахом и притесненным. Его молитвы, как хорошие, так и плохие, исполняются им сразу. Но как бы там ни было, это все, что я хотел сказать. Ты что, решил преследовать меня? Смотри, я выгоню тебя отсюда. Выпровожу тебя из нашего дома. Не приставай ко мне. Несре, он встал передо мной у подъезда. Я от страха чуть в обморок не упала. Похоже, что этот человек совсем уже с ума сошел. Да, он и смотрит как ненормальный. Может, его жене все расскажем? Нет, не стоит этого делать. Не будем злить его лишний раз. Я ему грубо ответила. Думаю, он все понял, и он больше не будет приставать. Салиха. Салиха. Салиха, что стряслось? Ниджиб Талаш. Ниджиб Талаш, бессовестный, оскорбил меня. Каким образом, несмотря на свой преклонный возраст, унизил меня грязными словами? Бесстыжий. Он мне начал намекать, я ему сказала, не стыдно тебе? А он, ну один раз ведь можно, что может страшного случиться? Он мне сказал... Что? О чем ты говоришь? Думаю, хватит. Это больше невозможно терпеть. Мне кажется, он совсем из ума выжил. Он совсем с ума сошел. Если бы не сошел, то такого не сделал бы. Я не сдержалась и ударила его пощечиной.
Успокойся, сестра. Возьми себя в руки. До чего низкий человек? До чего падкий? У этого человека совсем нет совести. Он что, вообще не боится Аллаха? После того, как я его ударила, я убежала от него. Хватит. Так больше не может продолжаться. Нашему терпению настал конец. Сейчас мы посмотрим. Откройте дверь. Немет ханым. Нет, Немет, что случилось? Ты еще спрашиваешь? Не стесняйся, ты еще спрашиваешь, что Не случилось? повышай на меня голос. Будь потише. Боишься, да? Не так ли? Боишься Немет ханым? Тихо, не ори. Сейчас весь дом на ноги поднимешь. Нет, тебе же я сказал, Немет. Ушла она на рынок. Когда придет? Когда придет, тогда придет. Тебе-то что? Если вы что-нибудь расскажете моей жене, то вам же хуже будет. Куда еще хуже может быть, а? Что еще может случиться плохого? Устали мы от тебя, понял? Устали. Послушай меня, Неджиб Эфенди. Если ты впредь мне или моим подругам хоть слово скажешь или будешь строить нам глазки, даже просто посмотришь в нашу сторону, я все расскажу твоей жене о твоих ненормальных проделках. Ты понял меня? Теперь подумай. Давайте, девочки, заходите. Я же тебя предупреждал, брат. Я же говорил тебе, что они неуравновешенные. Конечно, когда они увидели, что ты за ними хочешь ухаживать, они начали строить из себя правильных женщин. Конечно, моя жена обо всем знает. И хотя она всем этим байкам не поверит, тем не менее не хотелось бы, чтобы ухудшились наши с ней отношения. Тогда тебе нужно действовать. Лучшее средство защиты – это нападение. То есть, тебе нужно пойти и самому ей все рассказать. Расскажи ей о том, как они пытались тебя соблазнить, приглашали тебя к себе домой, когда ты им дал понять, что ты женат, сделали вид, как будто ничего и не было. Скажи, что они пристают к обеспеченным мужчинам, чтобы потом шантажировать их в целях извлечения денег для целей своей организации. Ведь она не поверит этому. Тогда скажи, что я этому свидетель. Если нужно будет, я подтвержу это. Скажу, что они и ко мне приставали. Друг, неужели ты не смотришь новостей? Эти люди своей внешне безобидной деятельностью пытаются уничтожить страну изнутри. Да, ты прав. Они похожи на экстремистов. Они могут весь дом сполошить. Брат, я тебя уже предупреждал об этом. А ты мне что ответил? Да брось, перестань нести чушь. Однако что получилось в конце, сам видишь. Давай объединимся и общими усилиями поставим конец их деятельности. Каким образом? Ты же живешь на одной площадке с ними. Ну, установим слежку за ними. Попытаемся их разоблачить. Как только ты разоблачил их, сразу же сфотографируешь и отправляешь мне фото. Я ее передам редакции газеты, вот потом будет им. Брось, Тунай, о чем ты говоришь? Не настолько же все серьезно, как же кажется. Боже упаси Аллах. Неджиб Бей. Как, подходит мне? Со скидкой взяла по акции за очень низкую цену. Сколько за это ты заплатила? Зачем ты меня спрашиваешь, почем я взяла? За 41 платье. Что это, много? Одно платье? Смотри, это что? Еще одно. Это жакет. Здесь юбка. Что стряслось с тобой? Ничего особенного. Нет, что-то тебя беспокоит. Давай не будем сейчас об этом говорить, чтобы не портить настроение на оставшийся О день. чем ты говоришь? Давай говори, что хотел сказать. Не молчи, так как будто в рот воды набрал. Знаешь девочек, которые живут напротив? Ну, и что эти девочки? Вот я сейчас думаю, как же тебе все это объяснить? Ну, что молчишь? Говори же. Смотри, я тебе сейчас все расскажу. Ты потом скандал тут не разыгрывай. Расскажешь ты, наконец, или нет? Они, знаешь, пристают ко мне. Днем и ночью преследуют меня. Идемте, Неджиб Бей, попьем чаю. Неджиб Бей, можно вас пригласить на чашечку кофе? Когда вы будете дома один и вам наскучит, приходите к нам и так далее. Оставь, Неджиб. Что, тебе смешно? Конечно, смешно. С ума не сходи, Неджиб. Размечтался. Это что, все твои иллюзии? Ты бы хотел бы, чтобы все было так, как ты рассказал.
Жена, смейся. Как мне известно, они оказываются члены подпольной организации. Днем и ночью преследуют меня. Они не на меня запали, а на мою пенсию в банке. Соблазнив меня, они хотят заполучить эти деньги. О чем ты говоришь? Какая еще подпольная организация? Если не веришь мне, иди спроси и у корреспондента Туная. Это он мне об этом все поведал. Однако я сначала не поверил, не прослушался к нему. Стало быть, они тебе глазки строили? Я им покажу. Я, чтобы эти деньги получать, потратила на это 30 лет своей жизни. Немец, стой. Не буду. Немец, не стой, буду. потом же мы будем опозорены. Отпусти меня. Отпусти меня, Ты не обещала дебиль. мне, что не будешь закатывать Мы скандал. думали, что они, обучая детей, занимаются благотворительностью. Сейчас я им все покажу. Оставь меня, я тебе говорю. Отпусти. Но ты же обещала. Девочки, откройте дверь. Выходи сюда. Выходите, я вам говорю. Что стряслось, Немет ханым? Где другие девчонки? Мы здесь. Что случилось-то? Ничего хорошего. Слушайте меня. Если вы не перестанете клеиться к моему мужу, я вам руки переломаю. Немет ханым, придите в себя. Вы о чем говорите? Это вы придите в себя. Мне все равно, чем вы тут занимаетесь. Однако, если вы еще раз западете на моего мужа, либо на его деньги, и вообще на мою семью, я за себя не ручаюсь. Вам понятно? Немет ханым, я не знаю, что вам наговорил Неджитбей, однако, если кто и пристает к кому-то, то это ваш муж к нам. Это мы хотели пожаловаться на него. Посмотрите на них. Так вы еще и клеветать задумали на взрослого женатого человека? Соседи, соседи, идите сюда и посмотрите на них. Посмотрите на его наглую рожу. Сколько раз он приставал к нам, говорил грязные вещи. Как только понял, что будем жаловаться на него, решил сыграть на опережение и поэтому ударил нас лицом в грязь. Соседки, что стряслось у вас ближе к вечеру? Не кричите, пожалуйста. По-вашему, такой взрослый мужчина станет заниматься распутством и еще и будет говорить об этом своей жене? Посмотрите еще на них. Они еще смеются. По-вашему, мы что, обманываем вас? Дочка, если все это время Неджибей приставал к вам, что ж тогда вы до сих пор молчали, От того, что ваши делишки вылезли наружу, поэтому вы так говорите, да? А ну, девочки, что вы молчите? Что молчите? Что случилось? Выясняется, что девчонки запали на Неджибея. Посмотрите на них, у них нет ни стыда, ни совести. Что за чепуху несете вы все, а? Неужели вы не боитесь Аллаха? Они, оказывается, приставали к моему мужу. Ладно, у твоего мужа нет ни стыда, ни совести. А у тебя что, совсем нет головы на плечах? Замолчи. Таких, как вы, я чую на расстоянии. Давайте, давайте. Закрывайте за собой плотно дверь. Разве станет бежать тот, кто прав? Смотрите мне. Если я еще раз увижу рядом с Неджибом, либо узнаю, что вы к нему пристаете, руки и ноги переломаю вам. Вы меня поняли? Заходите. О, Аллах, спаси нас от этого. Укажи нам правильный путь. Давайте переедем отсюда. Я не смогу здесь больше жить. Бессовестные. На какие деньги? На какие деньги переедем отсюда? Сабри Аби очень будет обижен. Он и так столько сделал. И так нам предоставил свою квартиру, с тем, чтобы мы здесь преподавали и обучали. Мало того, так он нас еще и пропитанием обеспечивает. Давайте просто расскажем ему обо всем. Думаю, он поймет и не поверит всем этим бесстыжим. Нет, в принципе, он может и не поверит им, но эти звери могут и его заставить думать так. Все пройдет, девчонки. Поверьте мне, все пройдет. После каждой ночи есть утро. Поэтому даст Аллах, и это пройдет. Ханым, не буду вас скрывать, но вы сделали все правильно. Думаю, это им хватило, чтобы побояться, даже слишком.
Я-то думала, что раз они закрытые, религиозные, скромные девочки, оказались все три разгульные. Лучше не спрашивайте меня о них. Поначалу они ко мне приставали. Как только узнали, что я корреспондент газеты, сразу же начали вести себя по-другому. Их намерением было найти его слабое место, потом давить на это. Предложили ему бесплатно получить от них уроки религии. Именно так. А как по-другому может обмануть шайтан, если только не прикрывшись маской невинности? Оказывается, мы еще что-то кому-то должны. По-твоему, я стал бы все это выдумывать? Поначалу я думал, что они смотрят на меня как на старшего брата. Однако, я смотрю, это происходит не один, не два раза. Нет, брат, это очень хорошо, что все именно так закончилось. Если бы я один вышел бы против них, никто бы не поверил бы. Я тоже смотрел на них как на своих дочерей, а они... Оказывается, человек может очень сильно обмануться. Тебе повезло, брат, что так отделался. Они там, тут услышали о твоих мелких финансах, вот и подумали запасть на тебя, чтобы заполучить их. Точно. Сегодня на тебя, завтра на него, послезавтра еще на кого-то. Не зря они строят из себя таких милых. Тетя, вы прям в точку сказали. Они как раз так и работают. Не зря же ведь наше руководство назвало их скрытой ячейкой. Они змеи настоящие. Змеи. Еще какие змеи? Раздавим их змеиные головы. Давайте всем о них расскажем. Выгоним их из нашего дома, пока они не стали приставать к другим мужчинам. Правильно говоришь. Это очень важное дело. О Аллах, спаси и сохрани нас. Убереги нас от зла шайтанов среди джиннов и людей. Защити нас от сплетен и злых языков. Ты один, кто может вывести нас на спасительный берег. Не отдавай нас во власть угнетателей и тиранов. Не дай нам ответить на их зло злом. О прекрасный Аллах, Ты настоящий хранитель и защитник. Ты хозяин всего. Освети сердца тех, кто вредит нам. Поставь их на правильный путь. Подари им свое спасение, о Аллах. Аминь. Вчера такое было. Просто она испугалась, что уведут у нее мужа. Она подцапалась с нашими новыми девочками, Несрен и ее подругами. Чай готов. Ой, вы раздавайте, пожалуйста, а то я так устала, умираю. У кого закончился чай, знает, где находится кухня? Присядь, присядь, дорогая. Ты и так сильно измучена. Я умираю от любопытства. Расскажи, что случилось у вас вчера? Есть же девочки напротив. Они, оказывается, клеились к моему Ниджибу. К Ниджибу? Несрен и ее подруги? Ты думаешь только к нему, что ли? Знаешь Туная, корреспондента из 8-й квартиры? Поначалу к нему тоже приставали, однако мужик не поддался их уловкам. Когда они узнали, что он работник редакции газеты, сразу же отстали от него. К Тунаю? Не будь наивной. У него же на лице написано, что ему нельзя доверять. Девочки? Я этих девочек хорошо знаю. Сколько времени они уже здесь живут? Все три такие милые. Если бы было бы так, как ты говоришь, Милад. По-твоему, я обманываю вас, Милад? Они все члены подпольной организации. В газетах сейчас то и дело пишут об этом. Они что-то вроде агентов или шпионов. Нет, это уже слишком. Я тебя уверяю, подруга, есть ведь студенческие квартиры, которые обычно снимают для себя студенты. Так вот, они заселяются в них, а потом все эти красивые девочки, подобно им, начинают цеплять состоятельных мужчин, чтобы обеспечить себя средствами для еды и аренды жилья. И вот так они живут. Нам надо обезопасить себя от них. Как говорится, береженного Бог бережет. Неизвестно, кто может стать следующей их жертвой. Нет-нет, сосед, это грех говорить вот так. Я не поверю в это, пока сам не увижу. Ты что, хочешь сказать, что сейчас не подпишешь это? Что подписать? Мы ведь хотим выгнать их из нашего дома. Боже упаси, стыдно должно быть, сосед. По-твоему, я подписал бы подобное, если бы это касалось твоих дочерей? Вот тебе мой совет. Не стоит этим заниматься.
Стыдно должно быть. Это грех. Не теряй зря на это свое время. Эй, сосед. Нечестивец. Как будто дело стоит за твоей подписью. Ого. Я подумал, как же еще может испортиться мое настроение. Так сразу же увидел тебя. Не делай больших ошибок, Нежиб Эфенди. Брось ты это. Конец будет очень плохим для тебя. Интересно это представить. Ты что, угрожаешь мне, дружок? Ты кто такой вообще? Дело не в том, кто я такой, а в том, что ты творишь. Интересно, и что же я делаю сейчас такого? Готовишь для себя очень сильное наказание в вечности. Ты непременно пожалеешь об этом, но тогда там уже будет очень поздно о чем-либо сожалеть. Так что пока не поздно, одумайся и спаси себя. Да, нашелся тоже мне религиозный проповедник, учит тут меня уму-разуму. Дай пройти, займись своим делом. Как насчет того, чтобы приготовить чечевичный суп на ужин? Я думаю, будет здорово. У нас есть лимон. Добрый день. И вам добрый день, девочки. Хорошее гнездо вы себе устроили. Публичный дом. А по лицу-то не скажешь, что они такие. Не надо говорить такие грязные вещи, ведь ничего не известно. А что еще должно быть известно? Не плачьте, девочки. Не плачьте. Послушайте, мы должны быть сильными. Скажи, что происходит с людьми? Что мы сделали такого? Я уже не могу этого терпеть. Честно, не могу, потому что мы никому не давали повода говорить о нас такое. Давайте переедем отсюда. Я уже не хочу жить в этом доме. Я не хочу слышать и видеть этих людей. Я сейчас наберу Сабри-Аби. Объясним ему, и все переедем. Каким образом? Каким образом мы переедем? Потратим деньги, которые у нас есть на пропитание. Ничего, если мы останемся голодными. Главное, переедем отсюда. Алло? Дочь моя, Несре, это ты? Что? Вы хотите переехать? Почему? Что стряслось у вас, дочка? Подожди, не надо по телефону. Я сейчас приеду. Ладно. До встречи. О, Сабри-Аби, как ваши дела? О, Сельман, как твои дела? Спасибо, хорошо. Сколько лет, сколько зим. Да, рад вас видеть. Давайте пойдем попьем чаю. Сейчас? Сейчас я спешу кое-куда. В моей квартире живут студенты. Что-то у них там случилось, поэтому мне нужно идти. Аби, потом пойдете, они никуда не убегут. Если только ненадолго. Благодарю. До сих пор есть те, кто еще не верит нам, поэтому мы их не можем выселить из дома. Не хватает количества подписей. Эх, брат, не слушал ты меня с самого начала. Если прислушался бы, то мы их уже давно вывели бы на чистую воду. Я так сильно разозлен, что чтобы их выселить, готов на все. На все. Тогда послушай меня. Если сделаешь все, как я скажу, то ты сможешь и с ними покончить, и денег хороших заработать. Деньги заработать. Мне это очень понравилось. Слушаю. Устроишь им ловушку. Ты их будешь видеть, но они тебя не смогут. Дело пойдет как по маслу. Для этого дела я приготовил место на странице газеты. Материал уже готов. Положись на меня. За ту твою пощечину я заставлю тебя пожалеть.
Подождите, подождите, это еще цветочки. Ниджиб, Что пугаешь? что опять задумал? Жду момента, который поставит конец всему этому. Тунай сказал, что напишет статью обо всем этом для газеты. Расскажет все об их блудстве и разврате. Блудство? Но это ты уже слишком, Ниджиб. А ты что думала? Разве ты не хочешь, чтобы они убрались из этого дома? Хочу. Ведь они запали на наши деньги, но не более. Ты уже слишком, Ниджиб. Тогда молчи. Раз я сказал, что их выдворю, значит я это сделаю. К тому же мы получили за это хорошие деньги. Тебе их Тунай дал? Да? Знаешь же, на чем заработать? Подожди, да я их уберу в надежное место. Блин, покажи тебе еще что-нибудь. Дурак. Здравствуйте, Сабриаби. Здравствуй. Извините меня, хотел прийти к вам еще днем, но встретил друзей. Они меня не отпустили так скоро, поэтому задержался. Конечно, уже поздно. Нет-нет, что вы. Можно внутри поговорим, дядя Сабри? Ну хорошо. Проходите. Благодарю. На это говорят, удача не просто постучалась в дверь, а ворвалась в нее. Я вас прославлю. Короче, вот и произошло все. Ни стыда, ни совести. Они клеветники. Подождите здесь, я им покажу сейчас. Нет-нет, постойте, дядя Сабри. Думаю, уже достаточно произошло плохого. Сядьте. Что? По-твоему, дочка, мы должны вот так сидеть и молчать? У каждого есть право на защиту своей невинности. Тем более в вашем случае. Дядя Сабри, люди верят тому, что хотят. У нас нет другого выхода, кроме как съехать отсюда. Нет, это исключено. Они не хотят видеть нас в этом доме. Никто вам ничего не сможет сказать. Это мой дом, мой дом. Никто не сможет вас выгнать отсюда. Понятно? Вы останетесь здесь. Никуда вы отсюда не съедете. Виновные должны съехать. А вы кто? Вы не винны ни в чем. Но дядя Сабри, Никаких «но». Останетесь здесь и все. Понятно? Тунай, ты? Заходи. На, смотри. Где? Теперь что оказалось? Оказалось, что с Неджибом невозможно бороться. Пусть теперь они увидят. На, держи, раздай их всем до одной. Что мы делаем? Доводами разговариваем. Доводами. Именно так.
Студентки занимаются у себя проституцией. Теперь не осталось никого возражающих. У всех закрылся рот. Но это еще не все. И еще не все. Что еще? Дело набрало ход. Сверху есть заказ. Одну минутку. Для меня уже эта тема закрыта. Все поверили. Жена успокоилась. Все сделано, чтобы выгнать их из дома. Все на этом, Тунай. Все. Нет, не все еще, брат Нажиб. Нет. Разве тебе помешает лишняя копейка? Я утрою твой гонорар. Взамен чего? Слушай, они часть большой подпольной организации. Если ты нашел ниточку, за которую можно потянуть, то ты сможешь потихоньку распороть их как носок. Так делаются дела. Чего ты хочешь от меня? Зайдешь к ним, когда их не будет дома. И где-нибудь в доме спрячешь коктейли Молотова. Договорились? Нет, Тунай, не буду. Я этого делать не стану. Я увеличу сумму в 4 раза. Что мы вам сделали? Что плохого мы вам причинили? Кроме хорошего, что еще вы видели от нас? Что мы сделали, чтобы быть вот так униженными? Аллах все видит. Но вы его не боитесь. Горе вам!
Иду. Пожалуйста. Несре, ты? Да, я. В любое время сердце может остановиться. Его нужно срочно прооперировать. Но... Сейчас, кроме тебя, некому это сделать. Медсестра, пусть готовят операционную. Слушаюсь. Несре, спаси, пожалуйста, моего мужа. Мы смогли. Сердце заработало. 30-40 он должен оставаться в реанимации. Спасибо тебе. Ниджи, как ты? Воду. Воду. Спасибо вам за то, что спасли меня. Я не хотела тебя спасать, если честно. Однако я в первую очередь человек, а потом врач. Моя цель с помощью Аллаха спасать людям жизнь. От того, что я человек, поэтому у меня тоже есть нафс. Шайтан, который наущал тебя, пытался и на мой разум воздействовать. Оставь его, уходи, наущал он мне. Потом я задумалась. Если бы я оставила тебя, то в чем бы была разница между мной и тобой? Коран призывает на зло не отвечать злом. Самый лучший ответ на зло – это ответить добром. Хвала Аллаху за то, что Он удостоил меня этому. Я прощаю тебя. Однако то, что ты сделал, есть в записях Аллаха, и Он воздающий по заслугам. Теперь твое самочувствие зависит от Аллаха. Я очень сожалею. Я очень сожалею. Я... Тоже мне. Она еще тогда была такой заносчивой. Нашлась тоже не такой правильной. Кто это в такое время звонит? Алло. 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 Ниджиб. 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 Несре. Доктор.
Доктор! 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 Что происходит? Неужели ты не понимал, когда жил, Неджиб? Я умираю. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Тебя не спрашивают, к твоему глубокому сожалению. Неужели ты не задумывался ни о чем до сегодняшнего дня? Твоя необузданность породила много сплетен, смут и клеветней. Вот твой конец. О Аллах, прости меня, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Нет. Нет. Я сожалею. Нет. 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 Мы строим нашу жизнь, следуя нашим желаниям. Начиная с первых шагов, мы хотим поскорее повзрослеть, потом, получив хорошее образование, создать семью. А еще мы хотим, чтобы наши дети учились в лучших учебных заведениях. А что бы вы сделали, если бы в один самый важный день вам сказали, что вам осталось жить всего несколько часов? Итак, тем вестником являюсь я. Последний вестник. Над фильмом работали перевод с турецкого Эдгар Гиреев, Арсен Алибеков, озвучка Гияз Караев, монтаж Магомед Магомедов. Фильм переведен и озвучен на студии АТВ в 2015 году.